Только одного из 10 человек принимают на работу во вневедомственную охрану Росгвардии, а в год обратившихся за трудоустройством около 300. Такая информация прозвучала на прямой линии, которую провели представители ведомства. Дозвонившихся интересовало, как заступить на службу, нужна ли армия для трудоустройства и какие испытания предстоит сдать на экзаменах и собеседованиях. У нас во вневедомственной охране первая группа предназначения, так называемая, то есть самые высокие медицинские критерии для прохождения в группах задержания, куда мы, собственно, где мы в основном комплектуемся. Где-то 3 из 5, 2 из 5, наверное, кандидатов из оставшихся, так скажем, отсеиваются на этом этапе. И в рамках же прохождения вот этой, так скажем, военно-врачебной, следующей после нее, идет профессиональный психологический отбор. Не простят кандидатам и ошибки прошлого. К примеру, если тот когда-либо принимал наркотики, злоупотреблял алкоголем, получал судимости. Отбор очень строгий, но после заступления на службу будущих гвардейцев ждет хороший соцпакет и заработная плата, добавили силовики.